Hurmatli do'stlar, keyinda devam etamiz. Endi mana butun bu ma'lumotni tanish oldik ve kirishini tarixiy voqealarimiz bugun çok ve belli insanlarning doğan kunlari de çok. Eğer sizin dostlaringizning doğan kuni bor olsa, buyurungiz bizga telefon açıngiz. Studiyamızın nomeri er vaqt ko'shadi. Biz ise yayınımızda devam etamiz. Evet sevgili dostlar, yayınımızın başında ayttık ki avanın değişmeleri afsus ki bazı zamanları bizge menfi taraftan bazı tarafları ise elbette ki müsbet taraftan tesir edebilirler ama şu soğuk zamanları nasıldır şu hastalıklarga uğramamak ve özünü korçalamak acaba sorasanız bu sorularga bizden daha da yaxşı cevaplarını mütehaz bile ve tamam bu aktual ağızda pek aktual mevzu hakkında live etmek isteyimiz. Şunun bütün bizim seyircilerimizin ekran önüne daha da yakın davet ettiğimiz bizim stüdyamızda ise Viktoriya Guć, Kırım ve Akhyar şehri boyunca Rospotrebnadzor'un regionlar ara idaresinin epidem nezareti bölümünün eksperti ve baş mütehası. Selam aleyküm, здравствуйте. Доброе утро. Рада вас приветствовать у нас в гостях. Мне тоже очень приятно. Сегодня мы будем разговаривать об очень необычной теме. Что такое грипп? И вот все его напутствующие. Да, казалось бы, такой банальный вопрос, но телезрителям, думаю, еще раз важно повторить, что это за болезнь и чем она опасна. Но хотелось бы сказать, что здесь важно не только грипп. Существует огромная группа респираторных вирусных инфекций, в том числе к этой группе относятся заболевания гриппом. Эти заболевания имеют сезонный характер, ежегодный сезонный характер, и сегодня мы готовимся к очередному эпидемическому сезону. Но хотелось бы сказать, что грипп, в отличие от других простудных заболеваний, это более агрессивное заболевание, которое часто протекает с тяжелыми осложнениями, вот, поэтому оно несколько отличается от других простудных заболеваний. А какие слои населения подвергаются более этой опасности? Ну, гриппу и другим респираторным вирусным инфекциям подвержены, в общем-то, все, вне зависимости от пола, возраста. Но есть определенные группы людей, которые более подвержены. Это те люди, которые как бы больше контактируют между собой. Существуют две группы. Это группы эпидемического риска, это медицинские работники, работники образования, это дети школьного возраста, студенты. И группы медицинского риска, то есть это лица, имеющие какие-то хронические заболевания, то есть лица старше 60 лет, имеющие какую-то легочную патологию, сердечно-сосудистую патологию. А как все-таки распознать, что человек заболел гриппом? Ну, я еще раз повторюсь, что грипп на фоне других простудных заболеваний протекает более агрессивно. Поэтому первые признаки, которые при гриппе выходят на первый план, это симптомы интоксикации. То есть это головная боль, боль в мышцах. И на второй план уже выходят катаральные явления. И здесь самое главное – это своевременно обратиться к врачу, который правильно вам поставит диагноз и назначит адекватное и своевременное лечение. То есть, если все-таки не удалось избежать заболеваний, к сожалению, то в первую очередь рекомендовано обратиться именно к специалистам, а не заниматься заниматься самолечением и переносить заболевания на ногах, как мы любим. При заболевании простудными заболеваниями идти на работу, отправлять детей в школу, это категорически не рекомендуется. А все-таки меры профилактики гриппозной инфекции? Существует тоже две большие группы мер профилактики именно гриппа. Я еще раз оговорюсь, именно гриппа. Это специфическая мера профилактики, это иммунизация, которая сейчас проводится на территории республики, массовая иммунизация против гриппа населения. И неспецифические меры профилактики, которые, в общем-то, полезны для всех респираторных заболеваний, в том числе и для такого заболевания, как грипп. Здесь тоже можно их как бы разделить на две группы. То есть одна группа направлена на повышение сопротивляемости организма к любым вирусным инфекциям, в том числе и гриппа. Это здоровый образ жизни, полноценное сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и так далее. И еще одна группа неспецифических профилактических мероприятий. Это в период подъема уровня заболеваемости необходимо избегать массового скопления людей. То есть если избежать этого не удается, то можно пользоваться медицинской маской. Если есть такая возможность избегать общественного транспорта, если есть возможность пройти пешком. Вот. Частое проветривание помещения, влажная уборка.
Вот такие меры. И одна, конечно, это самое главное, это специфическая мера профилактики, она признана всеми, это остается иммунизация против гриппа. Как мы сказали уже, грипп – это заболевание сезонное. А в какие сроки проводится иммунизация? Ну, приоритетней вообще иммунизацию можно проводить во все сроки. То есть вот этот вот миф, что если я, например, в сентябре не сделала прививку, то в октябре-ноябре это будет поздно, это миф. Но, конечно, приоритетнее привиться до подъема уровня заболеваемости. Ну, подъем, как правило, он начинается, это вторая половина января, он может захватывать февраль-март. То есть, когда дети выходят с зимних школьных каникул, как правило, вот для Крыма характерно начинается подъем уровня заболеваемости респираторными инфекциями. Поэтому, конечно, сентябрь, октябрь, ноябрь можно проходить вакцинацию. Как проводится иммунизация против гриппа в Республике Крым? Иммунизация проводится во всех медицинских учреждениях, то есть по месту жительства на безоплатной основе вы можете пройти иммунизацию против гриппа. А какая статистика на сегодняшний день на территории Республики Крым, в городе Севастополь, по заболеваниям и непосредственно по прохождению мер профилактики, таких как иммунизация? Ну, прежде всего я хочу сказать, что мы мониторируем заболеваемость еженедельно, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Мы мониторируем ход иммунизации населения, мы мониторируем циркуляцию вирусов, которые сейчас циркулируют на территории. Но на сегодняшний день можно сказать, что ситуация у нас носит неэпидемический характер. Циркуляции вирусов гриппа на сегодняшний день не зарегистрирована. И продолжается массовая иммунизация населения Республики Крым и города Севастополя. На сегодняшний день по Республике Крым привито порядка 330 тысяч человек и около 60 тысяч человек по городу Севастополя. На сегодняшний день мы ожидаем вторую поставку массовой противогриппозной вакцины, и вакцинация будет продолжена еще в течение октября и ноября месяца. А к кому могут обратиться жители, чтобы пройти эту иммунизацию? Это местные органы здравоохранения? Да, вы обращаетесь в свою поликлинику по месту жительства, либо организация может на договорной основе с медицинской организацией договориться, и прививочная бригада может выехать по месту работы и проиммунизировать сотрудников. То есть можно весь коллектив все учить? Да, потому что как бы это более удобнее, чем пойти, например, в поликлинику по месту жительства. Иммунизация проходит на бюджетной основе за счет государства? Ну да, существуют определенные группы, вот, о которых я говорила, которые входят в национальный календарь профилактической иммунизации, вот, и они подлежат иммунизации против гриппа. Планируем привить порядка 45% населения. А иммунизация проводится только в том случае, если пациент, так сказать, абсолютно здоров? Конечно, да, есть определенные противопоказания к иммунизации, их не так много. Это, если, конечно, вы переносите какое-то острое воспалительное заболевание, то иммунизация откладывается на 2 недели, в зависимости от того, как вы будете себя чувствовать нормально и сможете пройти иммунизацию. Мы знаем, что зачастую, к сожалению, как вы сказали, любой человек может заболеть гриппом, но дети, они подвержены, к сожалению, так и находятся в местах находятся в коллективе, да. Конечно, да. И сейчас существует много стереотипов, да, родителям всячески навязывают то, что, возможно, эта иммунизация не нужна. Вот как вы посоветуете, где черпать правильную информацию, нужную родителям, чтобы все-таки понять важность этого мероприятия? Конечно, наверное, больше общаться с медицинским персоналом, потому что вы все прекрасно понимаете, что сейчас интернет доступен везде, и как бы в интернете разная информация и за, и против. Конечно, надо больше общаться с медицинским персоналом, который вам правильно объяснит, для чего это нужно и зачем. Спасибо большое. огромное. Мы благодарим вас за эту полезную информацию и желаем вам хорошего дня. Вам спасибо, будьте здоровы. Спасибо. Урметлі достар, біз есе девам етеміз. Не вбетті қысым сіз үшін бұйынды башқа бір экимлік тарафына yol аламыз, бұйынды рухият тарафы олacak. О бізге нені азырлады, насыр суалерге жауап берді. Тамам, шынды оғренерміз.